Всем привет, дорогие телезрители! Доброго всем дня и приятных наступающих выходных. И как я обещал в цикле, в начале этой недели, в цикле программ «Подворье», я попытаюсь доказать, что журналисты тоже умеют что-то делать руками. Шутка. На самом деле, задача на сегодня, у нас 25 минут впереди, и я небольшой такой практикум по очень элементарной конструкции, которую поручили мне сделать коллеги, показать. Но прежде чем начать нашу программу, я бы хотел напомнить, что у нас программа «Подворье» отличается очень большой интерактивностью. У нас проводятся различные розыгрыши, конкурсы даже с замечательными призами. Так, конкурс «Бань». Вы можете показать свою баню и получить шанс выиграть генератор А7 киловатт в конце этого летнего сезона. Так что смотрите наш инстаграм «Подворье», _ ЕК24. И там же мы проводим недельные розыгрыши различных замечательных призов. Мы разыгрывали ящики для инструментов, мы разыгрывали систему опрыскивания «Жук». И на этой неделе разыгрывается от наших замечательных партнеров компании «Профи-маркет» аккумуляторная отвертка Bosch Go. Вещь незаменимая. Если она лежит в бардачке, можно быть уверенным, что открутите любой винтик, любой шуруп. Ну и приступаем, скажем так, к практикуму по изготовлению вот такой вот нехитрой конструкции. И я поработаю сегодня немножко над сухой сборкой, так называемой. Да? Сухая сборка – это когда все вот эти детали, они не закреплены. И каркас тоже собран без клея. И собраны замечательные такие элементы, которые называются вставной шип. Их я наделал огромное количество. Вообще этих подставок для цветов, это же все для нашей небольшой оранжереи в студии, за которой ухаживают наши не менее замечательные коллеги. И вот эти вот подставки для цветов нужно нам было сделать. Вернее, мне поручили, партийное такое задание дали. Сделана конструкция из достаточно стабильного материала. Это исходный материал, я сейчас покажу. Это такой вот щит из лиственницы. Он готовый, то есть продается уже в склеенном виде. И еще раз говорю, по моей более чем двухлетней практике, достаточно стабильный щит, который не ведет, не коробится. Он ведет себя лучше, чем щиты из Билмарта, потому что склейка производится здесь, непосредственно в Якутске. В чем разница, допустим, билмартовские щиты, почему, как только вытаскиваешь их из целлофана, их немножко вот так вот ведет. Я думаю, дело в том проценте исходной влажности, который, допустим, в Московской области же там влажность иная, чем в Якутске. И при склейке при определенной влажности потом запаковывается герметичную упаковку, и когда прибывает в Якутск, потом распаковывается, щит себя ведет, конечно же, очень-очень непредсказуемо. Я бы хотел немножко рассказать о тех операциях, и, в принципе, я заготовил для режиссера небольшую видеоподборку, которую я в своем инстаграме показывал. Вообще, это очень педагогическая, тем более для прекрасной половины человечества вещь. Когда они говорят своим мужьям сделать там табуретку и так далее, они просто не представляют, какое это достаточно сложное, ювелирное и задание. Мы не обходимся в этой задаче без буквально миллиметровых. Вот этот вот шип, допустим, он у нас на 26, вернее, паз для шипа, 26 на 12, проделан на 12-миллиметровой фрезой. Здесь заранее заготовлено отверстие под скрытые шурупы и так далее. Вся конструкция, она абсолютно идентична. То есть, смотрим, все длины совпадают, все вот эти вот размеры, они совпадают. И здесь, конечно же, не обойтись без линеечки с долями миллиметров. Да? То есть половина миллиметра, то есть 5,5 миллиметров – это нормальное явление в нашем рукодельном деле.
конечно, измерительные инструменты это прежде всего. Я не заморачивался насчет там прогнать через рейсмус и так далее. Щиты достаточно, они однотипные и толщина их, ну, в пределах, скажем так, допустимого для такой вот нехитрой вещи, как подставка для цветов. Да? Ну, давайте я небольшой экскурс сделаю. Такой, мы стоим за сборочным столом, в который монтирована циркулярная пила. Я, конечно, не обхожусь без СИЗов. Это защита органов дыхания, респиратор, защита органов слуха. И обычно я одеваю еще и очки из поликарбоната для того, чтобы щепки, особенно лиственница, она имеет свойство раскалываться, не попадала в глаз, не засоряла, не причиняла таких неудобств. Вот эти вот практикум, я бы хотел начать вот с этих кругов. Круги, они, как видим, они абсолютно идентичные. Я заготовил 4, то есть всего круглых подставок будет 8. Я заготовил 4 одного размера, и у них все вот эти расстояния и так далее, они совпадают. И здесь вот есть небольшой косяк вот на одном из этих щитов, да, по-моему, на этом. Если его посмотреть, вот эта сторона более-менее такая, а вот здесь вот дырочка. Дело в том, что я фрезеровал данные круги замечательным фрезером при помощи такого вот самодельного фрезерного циркуля. Да? То есть, если мы внимательно приглядимся, если мы вставляем вот этот циркуль в базу, вот так перевернем, и вот расстояние, скажем так, от центра вот этого пинтика до этого, он составляет ровно, если учитывать, что здесь 12-миллиметровая фреза будет, вот это вот расстояние, оно и есть вот 12,8, оно и есть вот это. Мы получаем в итоге 26 сантиметров диаметра круга. Это вот одно из самодельных приспособлений, которые я в ходе выполнения вот этой задачи делал. На самом деле этих задач достаточно большое количество. Я немножко закроюсь от пыли, потому что будет немножко пыльно и шумно. Я очень хочу, на самом деле, фартук, как у Никосона. Так микрофон закрывает, да? Микрофон закрывает, говорят коллеги. Давай я сниму, понтоваться не буду. Какие-то там. Хотя защита от пыли в мастерской это конечно, первоочередное задание. Я попытаюсь сейчас заделать вот этот косячок, да? Вот этот вот произошел скол вот здесь вот. И нужно будет немножко закруглить замечательным фрезером вот такого вот плана, который мне восстановил друг наш любезный Анатолий Кириллин. Дело в том, что база, она падала и произошла небольшая деформация. И я сейчас заменю вот такую копировальную обгонную так называемую фрезу на радиусную. Фреза вытаскивается. Поставлю в лоток. Вообще лоток вещь такая, вещи не пропадают, не падают, не теряются среди щепок, пыли, стружек и так далее. Вставляется, в любом положении, в принципе, вставляется, потому что конструкция данного фрезера такова, что она позволит оперировать буквально долями миллиметра. Почему я так уверен? Ну, сейчас покажу. Вот застегнул эту регулировочную шайбу. И теперь смотрим, да, в расслабленном состоянии фрезер у нас в базе, видите, вот как. Мне нужно опустить фрезу, чтобы края, они даже ушли немножко вниз. И я проворачиваю вот эту вот гаечку, добиваюсь того, чтобы края вот этой фрезы, они ушли немножко под плоскость нашей платформы. Видим, да? И в этом положении я вот эту вот кромочку нашу косячную сейчас
отфрезерую. Для этого зажму. Придется все такие кругляши так делать, но это вопрос времени. Просто фиксируем сейчас положение, что вот этот вот косяк есть, да? И в принципе ее можно было бы как-нибудь вот так вот сделать, в принципе, но все равно видно. А сейчас, если мы проделаем нехитрую операцию, посмотрим, что в этом положении произойдет. Так, запас батареи у нас 2 единицы. Смотрим, это замечательный аккумуляторный фрезер. Он позволяет избегать всяких манипуляций с проводами и так далее. Это достаточно безопасно. Фрезер обладает константной электроникой, то есть под нагрузкой он количество оборотов не снижает. И моментальный стоп. Это шикарное такое изобретение американских инженеров, не только американских, для того, чтобы больше безопасность была. Включается фреза. И учитывая направление, ну, теперь смотрим. Видим, что вот этот ствол ушел, оператор подтвердит, ушел же ствол. Ушел ствол, и мы аккуратненько в обратном направлении довершаем весь цикл. Полчаса прибирался от пыли, вообще ненавижу эту пыль. И все на смарку. Но ничего, конечный результат зато стоит всех вот этих жертв. Доканчиваем операцию. Вот так вот. Давай немножко приберемся, да? Немножко приберемся. Включим замечательный пылесос. И сразу же, не отходя от кассы, уберем образовавшуюся пыль. Потому что, ну, даже мелкие частицы пыли, они могут нанести непоправимый ущерб для очень тонких операций, ну, как сборка, к примеру. Попадет между деталями пылинка, щепочка, стружечка, и все, хана. Ну, вот так вот. Ну, в принципе, вот косяк, он ушел, и будет смотреться на наших замечательных ножках следующим вот образом. Я произвожу как раз ту самую сухую сборку, так называемую, да? Вставляем шип, вставляем сюда вот так, для каждого направления. Увидели же, вот первые ножки отличались большим, скажем, большей длиной, а здесь вот у нас будет небольшой такой вот здесь вот можно и нужно прибегнуть к помощи замечательной киянки. У нас все должно совпадать. Сухая сборка позволяет скорректировать те ошибки, которые, прошу прощения, я не тем концом. Вот эти вот отверстия, они для того, чтобы фанерная вот эта площадка, она прикручивалась снизу, да? Ключ беру. Остается вот так вот. Все должно склеиться в этом положении, и вот эта площадочка, она должна сесть
ровненько под наши лучше опустить ее вертикально совсем. Как-то так она должна быть. И мы видим, что вот этот дефект, который я при изготовлении сделал, он не критичен. Не критичен. В принципе, вот так вот произойдет. Давайте мы сейчас попробуем уже вживую собрать. Сколько у нас времени остается? Достаточно, есть много времени. Попробуем собрать живую. Весь, конечно, не получится, но, по крайней мере, один из элементов разделим на две половины. Для того, чтобы плотно застрявшую деталь, видите, какой подгон размеров, что с трудом вытаскивается. Зажимаем тиски и вот так вытаскиваем. Вытаскиваем все шипы. Они абсолютно одинаково сделаны на приспособлении, которое называется каретка. Выфрезовывал я их из той же лиственницы. В хорошем профессиональном терминологии, если это называть, вот эта вот штука называется доминошка. И устройство для ее изготовления, она стоит гораздо больше моей зарплаты. Вот, берем исходные, смотрим так. Вот видите, вот для того, чтобы крест-накрест столкнуть, отверстия под шуруп сделаны с двух концов. Есть у нас 4 ножки. И здесь вот я тоже хотел сделать такой, прежде чем собрать, потому что будет... берем губочку и аккуратненько просто проходим по острым краям. Это для того, чтобы коллеги потом не занозились вот этой вот лиственницей. Да? Я не стал заморачиваться, фуговать вот эти отпиленные концы, потому что, еще раз говорю, конструкция, это не мебель, это некая утилитарная вещь, которая будет стоять при входе в нашу основную студию, радовать не только наших коллег, но и гостей нашего телеканала. Прикиньте, потом будут люди приходить и говорить, вот так вот выглядит сколотая лиственница, это очень опасно. Обрабатываться будет хорошим маслом, которое сохранит текстуру нашей якутской лиственницы. Но для этого еще и площадки и прочее нужно будет достаточно тонко отшлифовать. Ну все. Клей. Я использую вот Titebond, по-разному называют, Titebond, там туда-сюда и так далее. Есть еще клей-берит, столярный клей, есть еще ПВА, там, хенкелевский. Да? В принципе, они без разницы, просто мне вот нравится то, что достаточно незаметно и достаточно быстро схватывает эта конструкция. Еще нам нужна будет такая вот щепочка. Зачем? Выдергиваем язычок и наносим клей. И вот этой вот щепочкой в отсутствии кисточки размазываем клей на наш вставной шип. Вот так вот, да? И вот эту вот плоскость тоже немножко нужно промазать, потому что здесь будет соприкасаться вот эта вот часть. Наносим клей здесь тоже. Давайте здесь промажем так. И вот так, да? Плоскость очень достаточно тонким слоем столярного клея. И у нас в таком вот положении. Еще нам понадобится небольшая салфеточка или тряпочка, ветошь любая, которой мы излишки клея сразу уберем с тех площадей, которые соприкасаются. Ой!
устройство связи из уха выпадает. И абсолютно так же мы оперируем и со вторым шипом. Когда шип вставляется, излишки выдавливаются. И это тоже нужно очень аккуратненько удалить. Опять же, ветоши проходим. Их потом зачистим, когда засохнет шпателем, либо острой стамесочкой. И здесь стянем усилие нужно небольшое, стянем небольшой сборной струбцины. Под усилием видим, что клей выдавливается, это очень хорошо. Еще раз пойдем, пока мокро. Все равно эти детали в последующем пройдут шлифовку на орбитальной шлифмашинке. Вот здесь вот получается идеальная плоскость. Давайте мы проверим. Линейку приложим для неверующих. Ну и одна сторона будет с небольшим перепадиком. Вот это вот, потому что толщина все-таки щитов будет немножко разниться. Поэтому вот эту ступенечку образовавшуюся я потом на орбиталочке ликвидирую. Время у нас фактически заканчивается, да? Таким вот макаром соберутся либо на длинных ножках конструкции, да? Либо опять же на коротких вот на этих. Ну и потом все это отшлифованная площадка водрузится вот сюда. Вот эти штучки впадают именно в размер вот этого. И все снизу закрепится шурупчиками прямо к площадке. И получим вот такую вот подставочку для цветов, я называю ее оранжерея. Изображение вот этих подставок коллеги нашли в интернете, я их немножко смодифицировал, сузил все ножки. Как мы видим, вот ширина вот здесь и ширина вот здесь, они немножко не совпадают. Я подумал, что когда конусы вот этих цветочных горшков и так далее, это будет выглядеть более гармонично, что ли. Ну, такой вот нехитрый практический экскурс практическое столярное производство, пусть небольшое, но получается производство, которое, не знаю, в количестве 10 же штук все это дело. Ну, видите, вот огромное количество заготовок здесь сделано. Ножки, перекладинки, есть длинные перекладинки с двумя, как видите, вставными, да, то есть они будут выглядеть вот так. Перекладина здесь и перекладина вот так, да, ну, для большей устойчивости. Так что многоярусные, три, скажем так, типа размера вот этих подставок, и есть у нас 3 типа размера вот таких вот поперечин. То есть, как мы видим, здесь вот совершенно другой круг у нас нарисовывается, да? Вот здесь вот, наверное, мы пойдем вот этим кругом. Да. Это для размера вот этого круга. Так что, дорогие коллеги из телеканала Якутия-24, очень скоро, ну, скажем так, чуть ли не по времени высыхания клея и финишных материалов, у вас будет замечательные подставки для цветов в таком хорошем, натуральном, что ли, стиле. Ну, мы заканчиваем. Да, есть еще и плоские, скажем, ящики, вот метр длиной, да, то есть они будут 30 сантиметров шириной и на таких же скошенных ножках, прям мид-центуре такой-то.
Ну что сказать, дорогие коллеги, небольшой практикум и в моей небольшой мастерской, которую я в прошлом году еще устроил у себя в гараже, просто совет на будущее всем представителям прекрасного пола. Если вы говорите своим мужьям, заказчикам и так далее, но сделать табуретку это же просто, уверяю вас, это достаточно трудоемко, огромное количество операций и еще раз требует буквально точности в доли миллиметров, иначе вся конструкция будет выглядеть очень и очень несуразно. Ну, я заканчиваю эту неделю программу подворья. Мы рассматривали косилки, мы рассматривали автомойки, мы рассматривали систему бесперебойного электроснабжения. И сегодня вот таким бантиком я небольшой экскурс в столярное производство, практикум такой сделал. Я надеюсь, было полезно. Увидимся через неделю. Pum pum